Сегодня Курбан-Байрам – самый большой мусульманский праздник. Курбан-Найт завершает собою обряд хаджа – паломничество к святыням ислама в Мекку. В Кыргызстане Курбан-Найт – официальный государственный праздник. Главным обрядом дня является заклание жертвенного животного ради Всевышнего. Традиция жертвоприношения как акта поклонения единому Аллаху своими корнями уходит в далекое прошлое. Священная история ислама выделяет пророка Ибрахима, который, как отмечают ученые-теологи, стал примером для будущих поколений верующих. А одно из значительных событий его жизни положило начало многовековой религиозной традиции – обряду жертвоприношения ради единого Аллаха. Дорогие телезрители телеканала «Пирамида», поздравляем вас с праздником Курбан-Найт. Пусть этот праздник вселит в сердца каждого светлые надежды, веру в доброту и милосердие. Желаем крепкого здоровья, мира, счастья и успехов в благих делах. В последнее время официальные лица братских и дружественных стран, приехавшие в Кыргызстан, не упускают возможности поделиться своими впечатлениями о Кыргызстане. Своим мнением о визите в Кыргызстан поделился и депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Насиров. «Это мой первый визит в Кыргызстан. Это совпадает со знаменательным днем. Я участвую в мероприятии, проводимом в Кыргызстане по поводу Дня национального освобождения в Азербайджане. Конечно же, это событие отмечается во всем мире каждый год, но мы впервые проводим его в столице Кыргызстана. Это мероприятие организовано Союзом турецких аксакалов. Я очень благодарен университету Манас и посольству Азербайджана в Кыргызстане за приглашение сюда и за их большую поддержку. Наше мероприятие прошло на очень высоком уровне. Что касается моих впечатлений от Кыргызстана, то хочу отметить, что я знал эту страну заочно. Я знаю, что в ней проживает около 7 миллионов человек, а ее территория составляет около 200 тысяч квадратных километров. Но самое главное, я очень хорошо знаю и убедился на собственном опыте, что кыргызстанцы очень гостеприимны, а город Бишкек утопает в зелени. Когда я думаю о Кыргызстане, первыми на ум приходят Манас и Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов – всемирно известный писатель. Это неоспоримый факт. Я считаю, что срок жизни Айтматова равен сроку жизни народу, которому он принадлежит. Сколько бы ни было кыргызов в мире, всегда будет Чингиз Айтматов. И, конечно же, велика нация, которая произвела на свет такого великого человека, как Чингиз Айтматов. Мы чувствовали это величие. Нас окружали улыбки граждан, доброта и искренность, когда мы беседовали с кыргызстанцами на улицах Бишкека. У нас прекрасные впечатления о Кыргызстане. Я хотел бы посетить эту страну снова. Конечно, красота страны связана с красотой ее жителей. Улыбки на лицах людей и забота стоят всего. Я побывал в нескольких городах соседнего Казахстана, стран Европы, Северного Кипра. И мое желание гораздо более близко и тесно развивать наши отношения, укреплять связи между учебными заведениями, образовательные учреждения, будущее нации. Я покидаю Кыргызстан с наилучшими впечатлениями и самыми лучшими пожеланиями для кыргызстанцев. Выражаю вам свою благодарность. Вы не оставили нас одних ни на минуту. Также хочу поблагодарить руководство телеканала «Пирамида» за то, что пригласили нас на утреннюю программу в прямом эфире и в очередной раз за возможность пообщаться с кыргызстанцами в прямом эфире. Надеюсь, мы поговорим еще больше на наших следующих встречах. Her zaman bizi əhatə etmişdi və ona görə də çox yüksək təəssüratlarım var və istəyərdim ki, bir daha mən bu ölkəni ziyarət edeyim. Çünki istənilən ölkədə ölkənin gözəlliyi onun insanları ilə bağlıdır. İnsanların üzündəki o təbəssüm, diqqət, qayğı hər şeyə dəyər və ona görə də mənim çox müsbət düşüncələrim var.
Мы встретились с актерами Сердаром Денизом и Дилеком Сербестом, героями турецких сериалов, которые участвовали в 6-й неделе турецких фильмов в Бишкеке, столице Кыргызстана, и попросили их ответить на некоторые наши вопросы. Целью нашего визита сюда было познакомиться с Кыргызстаном, познакомиться с вами, собраться вместе. Мы впервые прибыли в Кыргызстан. Мы так полюбили вашу страну, что хотели бы остаться здесь надолго. Люди были очень гостеприимны. Вы когда-нибудь ели манты? У вас очень вкусные манты, нам очень понравилось. Насколько Кыргызстан отличается от Турции? Не думаю, что я заметил какую-то большую разницу между этими странами. Мы так похожи, что невозможно отличить друг друга. Мы очень чувствуем эту разницу, когда едем в Европу. Там совсем другие страны. Но здесь наш язык, корни, характер, обычаи – все так же. Возможно, есть какие-то отличия, но мы их не заметили. Наша культура, питание также очень близка. Dostluğumuz, sıcakkanlığımız çok benziyor. O yüzden farklı bir ülke olduğunu düşünmüyorum yani. Господин Сердар, в Кыргызстане очень любят турецкие сериалы и фильмы. Вы играете в таких сериалах, как «Воскресший Эртугрул» и «Основание Осман». Чем вы порадуете нашу аудиторию и свою аудиторию в ближайшем будущем? Конечно, мы играли во многих сериалах. Мы будем продолжать сниматься по мере необходимости. Я слышала, что здесь любят наши сериалы. Конечно, такие мероприятия – это возможность для нас стать ближе друг к другу. Это также очень хорошо наладить дружеские контакты со своими зрителями. К сожалению, наши собеседники признались, что не знают имен известных кыргызских актеров, но сказали, что смотрели кыргызские фильмы, вышедшие в свое время на зарубежные экраны. Мы с удовольствием хотели сыграть с кыргызскими актерами в совместных сериалах. Отметили Сердар Дениз и Дилек Сербест и выразили готовность сниматься в кыргызских фильмах, если будут предложения. Зрители Кыргызстана, пожалуйста, продолжайте следить за нашими фильмами и сериалами. Мы вас очень любим. За короткий промежуток времени мы познакомились и пообщались со многими зрителями из вашей страны. Желаю вам посмотреть много фильмов и хотелось бы пожелать себе большое количество фанатов наших турецких сериалов. Bizim izleyicilerimize, sizin izleyicilerinize daha doğrusu hangi mesajlar vereceksiniz? Kırgızistan'a. Bizi izlemeye devam edin. Biz de sizleri izliyoruz. Sizleri seviyoruz. Yani bu iki kültürü ve iki ülkeyi, aslında tek ülke olan iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor. Daha da yaklaştırıyor. O yüzden birbirimize daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin. Ремесла имеют давние традиции в Центральной Азии. На сегодняшний день существует очень много разнообразных направлений ремесленничества. Каждое из них имеет свое собственное определение, которое зависит от исторического развития и национальных условий. Традиционное искусство и ремесло – это голос предков, ведь в них нашел отражение уклад жизни людей, живших столетия назад. Если народ сохраняет традиционные виды искусств и ремесел, пронося их сквозь века, это говорит о сильной внутренней связи с прошлым, об уважении и почитании своей культуры и истории. Уважение и почитание предков – это исконная черта народов Востока, и Кыргызстан в этом смысле не стал исключением. Так из поколения в поколение искусство и ремесла передаются от отца к сыну, от учителя к ученику. Обучение на Востоке – это обучение от сердца к сердцу, в непосредственном общении. Мастер, уста, в тесном контакте с учеником постепенно передает секреты своего ремесла, посвятив годы практике совершенствованию технического выполнения. Ученик в итоге открывает качественно новый смысл в том, что он делает. Он носитель и продолжатель традиции. Приветствую всех. Я представляю сегодня ремесленный совет Кыргызстана, региональный координатор по республике. Саламатсыздарбы, куттуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы Жамбыл Карыбекованын студиясындабыз. Ушунча коздуктарды көрүп аябай сүйүнүп жатабыз. Ошон үчүн бүгүн сурообуз сиздерге болсун. Кыргыз боз үйдө төрөлүп боз үйдө өлгөн.
боз үйгене Кыргыздын маданияты баардыгы боз үйдүн ичине камтылат. Ошонун менен бирге көчмөн элдин жабдыктары, атындагы жүгөн куушкандан ээринен баштап баардык ат жабдыктары ошо колөнөрчүлөрдүн колу менен жасалат. Мисалы салттуу музыкасындагы баардык аспаптар, комуз, кылгыяк, чопочор жана башка улуттук аспаптардын баары бул колөнөрчүлөрдүн колу менен жасалат. Ошону менен бирге урунган идиштери, мисалы ак куйган идиштер, кымыз сабасында сакталган, көне көйлүү элге берилген, аяктары жыгачтан жасалган тамак сактай турган идиштеринин баары өзүлөрүнүн жергиликтүү сырьелор менен ошо колго жасашкан да. Ошонун баары колөнөрчүлөрдүн эмгеги болуп эсептелет. Башынан аягына чейин кийген кийими салттуу маданий колөнөрчүлөрдүн колунан жаралып ошолордун көркөмдүүлүгү менен ошолордун кооздугу менен тегилет. Мисалы үчүн эле Баатыр Манас бабабыз биздин атабыз, түбүбүз, тегибиз деп эсептелет. Манас деле эмне деген ошо колөнөрчүлүккө арналган саптар бар. Мисалы үчүн Каныкей апабыздын тиккен ошо атайын Баатыр карнап тиккен шымы даңк болушуга чейин айтылат. Анткени муздугу менен ошонун чеберчилиги менен мындай кичинекей өлчөмдөн чоң Манас Кошой атага салыштырмалуу бир топ эле мындай чакан жаш жигит болсо, ошол улгайып калган барандуу карыяга чейин ошонун кийими чапталып, анан жандырса чоңоюп, ошого чак келип, анан күрөштө ошол кандагай шымдын касиети менен күрөштөн жеңип атат Жолой Баатырды. Биздин ушул улусчулук, чеберчилик, зергерчилик бул тетиги түрк элдеринин түпкү ата бабасынан бери ушуга чейин сакталып көчмөндөрдү жандап жүргөн өнөр. Ар бир көчмөн калкындагы ар бир тиги баягы мен көчмөнмүн дегендин элементтеринде ошо биздин колөнөрчүлүк кирип турат да. Эгер колөнөрчүсүз мисалы тоон элестете албайсыздар. Тоо турат, жапжашыл, табияты копкоз, ага тизилген ак боз үйлөрдү көргөндө ошо боз үйлөр менен ошонун көркү чыгат дагы. Анан ошол боз үйдө адамдар жашап, бир чети коноктосуп, бир чети сууктан сактанса, экинчи үй кылып, ошо жерде төрөлүп, ошо жерде өсүп, анан ошону жергиликтүү малыбыздын жүнүнөн алып атат. Скажите, пожалуйста, последний раз в каких странах вы были, куда вы ездили и к чему добились? Приветствую вас, Хакума Ханом. Очень приятно видеть вас сегодня. Хотела рассказать о поездке, о нашей поездке в фестиваль, который проходил у нас в городе Бухара в Узбекистане по приглашению ремесленного совета мира и секретариата, который находится в республике Узбекистан. Город Бухара получил статус именно ремесленничества, а конкретно это по изготовлению ювелирных изделий и золотошвейных изделий. А вот чем ездили? Мы получили приглашение от Мирового совета для участия в фестивале. Участвовали 38 стран и, конечно, были приглашены все представители ремесленного совета. Наш ремесленный совет Кыргызстана тоже является членом уже 9 лет. И 18 ремесленников предоставили свои работы, и из них 17 получили знак качества. Совсем недавно в узбекском городе Бухара прошел первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. В нем принимали участие 112 представителей 58 иностранных государств, также представители из Кыргызстана. Цель мероприятия – более широко представить многогранность национального ремесленничества с пропагандой его уникальных образов, а также налаживание тесного сотрудничества в этом направлении и обмен опытом между мастерами данного дела. Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников. Бухара получила статус Всемирного города ремесленников. Каждая выставка является своеобразной площадкой для наших предпринимателей, для продвижения бренда Кыргызстана, реализации своей продукции, а также популяризации традиционных ремесел среди населения. Наша цель – сохранить и передать культурное, творческое и духовное достояние предков нынешнему поколению. Что вам дала эта поездка?
Мы узнали очень многое, понять значение ремесленничества, как проходят форумы и фестивали в мире. В последнее время как бы приглашений мало было из-за того, что была пандемия. До этого у нас проходили все онлайн. И очень много полезных программ получили. Действительно, наши ремесленники показали очень хорошие результаты, и это была такая интересная межнациональная, международная встреча, где мы могли пообщаться. У нас получилось установить мост, который мы могли бы дальше сотрудничать. Уже на 5 странах получили приглашение для коллаборации именно ремесленничества, сделать что-то общее и, конечно, развивать нашу традиционную культуру и ремесленничество. Сертификаты выдавались, и это почти как Олимпиада, да, каждый за свою страну выступал с чем-то наилучшим, и у нас тоже получили сертификаты и награды. Для фестиваля я предоставила свою коллекцию, которая называется «Теплые камни». Это были изделия, которые сделаны по традиционной технике алакис. Это одежда, скульптура, нунафелтинг, да, и как бы мне очень приятно выступать от своей страны, и еще кроме этого несколько работ, авторских работ выставила в музее Бухары. Давайте вернемся к вашей деятельности. Как начали? Кто вам помог в этом деле? Училась у бабушек, у моих бабушек, у Таймешки, у Апашки, многому научилась. И моя мама тоже является ремесленником, президентом ремесленников Кыргызстана. То, помогая маме, я стала волонтером. Только в свободное время получалось делать коллекции или заниматься творчеством. Но благодаря ремесленникам, это таким замечательным людям, я начала помогать волонтерам, многому научилась. 9 лет назад я решила написать книгу, векторную книгу наших национальных узоров, орнаментов. Так как моя деятельность больше связана с архитектурой, часто мы сталкивались с проблемой, что означают узоры, о чем они говорят, это в векторном формате, именно в электронном формате, да, а потом, изучая, я больше вникала и больше узнавала о значениях узоров, насколько наша традиционная культура и ремесло занимает огромный вклад есть, да, из-за этого ездила по республике, стала региональным координатором ремесленного совета Кыргызстана и узнала очень многое от ремесленников, от бабушек, от наших мастеров, от дедушек и, конечно, от всех ремесленников каждый раз что-то новое. И это дело настолько увлекло меня, что я основную работу немного откладывая, и как взялась за ремесленничество, написала план развития ремесленного сектора в мировой платформе и начала искать пути решения и, конечно, для развития всех ремесленников Кыргызстана. Ремесленный совет объединяет всех ремесленников по республике. Это 7 областей и 2 города, город Ош и город Бишкек. Зарегистрированных именно в ремесленном совете 2000 зарегистрированных. И в этом году мы работаем над созданием этнографической карты, которая будет говорить о ремесленниках. И зарегистрировали в данное время, дали заявку 20 тысяч человек. Ремесленный совет объединяет художников, ремесленников, архитекторов именно этнической среды и скульпторов, и всех носителей традиционных знаний. Наша кочевая жизнь с собой несет некую такую философию огромную, которая, начиная от юрт, шердаков, алакизов, изделий, которые из кожи, из камней, из разных пород металла. И все это невозможно представить без ремесленников, да, нашу жизнь. Мы вошли в креативную индустрию, да, насколько важно будет развитие ремесленного сектора в мировой платформе. Именно выйти на мировую платформу со своими изделиями и, конечно, найти там свою нишу. Хотела еще рассказать насчет векторной книги. Первая часть нашей векторной книги посвящается именно
изделием, которые сделаны из войлока, точнее шердака. Называется «Шердак баяны». Эта книга будет о значениях и значениях узоров и орнаментов, которые есть в шердаках, да? Аналоги берем из национальных шердаков. До нашего времени сохранились это музейные экспонаты. Это, конечно, изделия. Мы по республике ездили, собирали материалы для того, чтобы более подробнее изучить именно о технике его исполнения. И, конечно, важно знать значение на этих узоров, да, это будет в электронном варианте. Вообще сам войлок сейчас признан инновационным материалом. Это, который в себе несет биоэнергетику, да, живую биоэнергетику. Кроме этого, еще символику, именно значение имеет, да. И важно понять, человек, который вдруг захочет заказать изделие, да, или получить изделие, он может свою историю рассказать, и будет обратная связь, написать это письмо, которое будет в изделиях. Недавно отметили, что ваша мама помогает, вот она возродила вот это чувство, вот это интересную работу, полюбили вы эту работу и занимаетесь. А кроме того, я еще заметила, что у вас свой внутренний мир, свои видения. Вы правильно подчеркнули, мои родители с отцовской стороны и с материнской стороны я являюсь пятым поколением, которое именно занимается ремеслом. И когда-то в детстве я очень была увлечена, но в какое-то время подумала, что я буду нечто другим, таким огромным заниматься, архитектурой, дизайном интерьера, и мне не нужно будет заниматься изделиями, которые сделаны из войлока, да, и поездила по миру, получила очень много знаний и вернулась со своей душой, вернулась и в свое любимое дело, именно шердаков, да, потому что свою жизнь мои родители и моя мама посвятили именно народному творчеству, прикладному искусству, создавая шердак. И моя мама является графиком, так как она является графическим художником. А я по жизни люблю живопись. И изучая что-то, я не могла найти какую-то серединку, да, потому что именно шердаки определяют четкая косточка есть у него. И это симметричные узоры в основном, которые определенно имеют точку, да, определенно имеют свой исход. И когда я эскизы делала на шердаке, маме всегда не нравилось. Она говорила: нет, вот что-то не так, ты не делаешь четко по правилам, да. У нас всегда спорили, и в споре рождаются истины. Моей маме не нравились эскизы, да, я рассказываю об этом, и она меня постоянно ругала, мне даже приходилось плакать из-за этого. Но в поисках нечто такого я поняла, что я могу заняться больше живописью, да, это часть другая, которая называется алакис. Алакис – это живопись, которая уже испокон веков идет у нас традиционная техника исполнения из войлока. Из шерсти делается, и сразу ложится рисунок, и она оказалась мне ближе. Помогая маме, когда летом один раз мы начали делать алакизы, я всегда только не подходила шердаком, я просто подходила, делала это, красила. Немножко попросила, можно там разрешение, можно мне сделать то, что я хочу. И вот так один раз мама разрешила, у меня получилось полет фантазии, и у меня получилась прекрасная живопись. И я поняла, именно войлок, именно алакис – это мой материал. И после этого… Себя нашли. Да, и после этого я себя нашла, и до этого делала только одежду. В течение 18 лет я изготавливаю вручную коллекцию из шерсти, из шелка, там, из натуральных волокон, и украшаю его натуральными камнями. Но как художник, именно живописец, я после этого
один случай мне помог. Я начала создавать свои картины, алакизы, скульптурная живопись. И свою выставку делаю. И я очень рада, что я нашла эту технику, да. И возрождая нашу традиционную культуру, одновременно начала создавать авторские работы. Волок любит тепло, рук, биоэнергетику. Я дарила свои картины. После каждый раз начали просить, некоторые хотели даже купить. Из-за этого я начала делать выставки. Первую выставку сделала в 2018 году, называлась «Миг до пробуждения». Это была моя история. Изучая, я начала создавать картины. Предоставлю свои картины из 3 частей. Первая будет называться это «Джилуташ». Петроглифы, и, конечно, это камни, которые рассказывают нам некую историю, которую хотели передать через петроглифы. А вторая часть называется «Узакчол». Узакчол сделана по технике именно алакиза, очень цветные цвета. Алакиз это в переводе означает цветной волок, да, и хотела раскрыть эту тему и назвала его ржавчина. И третья часть это коды, замки, чипы и как она меняет нас, да, и она называется «Сохрани свою тайну». И вот этот переход через волок надо будет это передать, да, как это можно будет новые технологии, все связанное инновациями. Хотелось бы передать и сказать, да, может старая техника, которая, да, может быть, кому-то кажется ненужным, да, зачем это надо, да, и хотелось бы подчеркнуть, важно, пока ты знаешь свою культуру, пока ты знаешь свою историю, свое происхождение, ты не один. Даже в мире технологий ты лучший. Вы сказали замки, тайна, да? И я как раз хочу задавать вам вот такой вопрос. Это что для вас? Самореализация? Это продолжение национальной традиции или коммерческая тайна, это вы скажете? Я кроме телезрителей никому не скажу. Благодарю, такой классный вопрос, да. Хочется подчеркнуть, наша цель, или моя цель, или моя миссия передать знания. Сейчас много получила как бы от своих родителей, от ремесленников, и хочу это знание передать своим студентам и всем тем, кто интересуется именно прикладным искусством и творчеством. Я сейчас являюсь экспертом по 15 направлениям искусства. И сегодня только говорим о волоке, а так я занимаюсь скульптурой, резьбой по дереву и, конечно, пишем программы на лазерные, фрезерные, на ЧПУ станки. Вот, как можно будет цифровизировать традиционную культуру, да, и дать новую жизнь. Последнюю свою работу «Сохрани тайну» хочется сказать, да, действительно, у тебя будет миссия, да, ты можешь передать, но одновременно у тебя будет своя личная тайна, которую не нужно никому говорить, да. Если у тебя есть чип, где есть ключ, или где есть замки, там есть ключ. Там, где есть ключ, там есть тайна, да? Где тайна, есть там нечто ценное. Мы хотим его сохранить, да? И потому, если вы будете придумывать себе код или секреты, да, научитесь его сохранять. И не при себе, и никому никогда не рассказывать. И именно время блокчейна сейчас создаются очень много программ, которые там тоже есть, которые изучают, хотят там взломать, хотят узнать, да, и важно сохранить свой код и быть носителем. Это очень такая честь, носителям кочевой культуры и ремесла. Но единственное, мы не можем сохранить ваши изделия, которые вы производите, которые вам надо людям показать, за пределами страны показать, да? И насколько востребовано ваши изделия?
сегодня? Для начала хотела бы остановиться на том, что это было для меня хобби. Я занималась другими делами, какой-то доход, приходилось мне покупать там волок, краску и все такое, да, это как бы дорогое удовольствие, да, хобби это очень дорогое удовольствие, да. Никогда до этого не приходилось, не оправдывалось, да, но время сейчас пришло, другое время пришло, и сейчас очень ценно это в мире, который очень-очень дорого стоит, это именно арт-объекты. Это музейные экспонаты, это ювелирные изделия, это картины. Мы видели еще коллекцию для девушек, очень красивую одежду женскую. В течение 15 лет я выпустила около 10 коллекций, представляла в разных странах и получила сертификаты по эксклюзивности. Из войлока, из натурального материала, да? Это сочетание войлока и всех натуральных волокон. Туда входят и шелк, и хлопок, и лен, и любые растительного характера. Они между собой гармонируют и приваляются, да, что интересно, настолько это экологическое, натуральное, это экопродукт, который, кроме этого, и 2 раза невозможно повторить, потому что одежду, скульптуру создаешь одним настроением, и 2 раза невозможно повторить, потому что это другая шерсть, волокна 2 раза похоже не положишь. И в этом ее уникальность, да, создавая такие, как бы, уникальные, интересные скульптурную одежду, я познала именно биоэнергетику, потому что каждая вещь находит своего хозяина, да, и когда эти люди находят свою вещь, они не отходят, они говорят, да, это моя, и знают, что его как бы 2 раза не повторили, и все понимают, и я понимаю, что это моя миссия, да, изготавливая, я радуюсь, получаю огромное удовольствие именно, как бы создавая эти вещи, благодаря тому, что проходят показы. И даже проходили недавно, показывали коллекции моих студентов. Я заплакала, потому что это ремесло никогда не имеет предела и не имеет границ. И даже неопытный человек может создать себе свое изделие. Да. И это очень здорово. Нурзат ханым, я знаю, что вы не ограничиваетесь ездить за границу, показать свои изделия, но и здесь вы украшаете своими изделиями, национальными узорами наших местных заведений. Что вы расскажете об этом? Так как я являюсь именно специалистом по орнаментам, у меня много проектов, которые мы с командой Art Group Джарашат создали. Это проекты ресторанов, отелей и разных других заведений. Вы участвовали в играх кочевников, насколько я знаю, также? Первых игр кочевников мы наряду с другими художниками, организаторов в команде в поддержке игр кочевников оформляли ипподром, Кырчын, взяли исполнение Кубка игр кочевников. Поддерживает ли вас государство в этом важном деле, творчестве? В последнее время, да, в этом году очень, как бы, наш президент подписал о развитии креативной индустрии, да. Именно ремесленники тоже вошли в эту индустрию, и мы свой план дали. До этого мало было внимания, это большая поддержка для ремесленников. Можно ваши изделия назвать брендом Кыргызстана? Да, конечно, именно те изделия, которые сделаны из местного сырья. Мы получили от ЮНЕСКО 2 статуса. Первый статус: Нарынская область является родиной шырдаков, и Исыкульская область является родиной юрт. Каждый год проходит сертификация самых лучших работ по миру. В это число попали наши тоже ремесленники, да, и это и есть бренд. Шырдак бренд, Алакизы бренды. Все изделия, которые сделаны из войлока, являются брендом Кыргызстана. Это достояние Кыргызстана. Пользуясь случаем, я хотела поблагодарить телеканал
Пирамида, команду Мосдружбы, Рамизбей Мирза, Хакуме Ханум, за поддержку ремесленников и творческих людей. И хотелось бы пожелать вам творческих успехов и созиданий.